Сегодня, завершая тему образования форм множественного числа, хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты и исключения из правил в употреблении аффиксов. Для правильного присоединения аффиксов тар, тер следует знать глухие согласные звуки наизусть. Я вам их напомню. К, п, с, т, ш. Карандас, карандастар. Есік, есіктер. Орындық, орындықтар. Из прошлых уроков вы уже знаете, что исконно казахские слова могут быть либо твердыми, либо мягкими, то есть могут состоять или из твердых, или из мягких гласных. Но этот закон не распространяется на слитные слова, например, на некоторые имена и названия населенных пунктов. Каракөз, Айгуль, Актөбе. Как видите, эти слова состоят из двух компонентов. Кара, көз, черные очи. Айгуль, лунный цветок. Актөбе, белый холм. Закону сингармонии гласных не подчиняются также заимствованные слова, имеющие арабское происхождение. Кормет, уважение. Китаб, книга. Каракет, действие. Казыр, сейчас. Рахмет, спасибо. Как же образовать из этих слов множественное число? Это довольно просто. Знакомые уже нам окончания прибавляются к этим словам по твердости или мягкости только последнего слога. Например, китаб, китабтар. Айгуль, айгульдер. На сегодня все. Сау болыңыздар.